Амансыздарбы көрөрмандар. Биз буга чейин Дордойдогу соодагерлердин бири Айжан Мусабаеванын кайрылуусунун негизинде материал чыгарганбыз. Анда Айжан Мусабаева брокер логистик сервис карго компаниясына $330,000 алдырып ала албай жүргөнү туурасында айткан. Ал материал жасап жатканда экинчи тарапка кайрылганыбызда жооп берүүдөн баш тарткан болчу, бирок материал чыккандан кийин бизге кайрылышып, биздин чындыгыбызды дагы жеткирип бер, микрофон сунууга суранышкан. Биз азыр ошо экинчи тараптын пикирин угуу үчүн кайрадан жолугуп отурабыз. Бизге брокер логистик сервис карго компаниясынын жетекчиси Гүлрүз Ахмедова келди, жана жактоочулары. Саламатсыздарбы? Азыр ал тааныштырып кетсеңиз, сиз жактоочусу болосуз, аты жөнүңүздү айтып коесуздарбы? Мен ишенимдүү өкүлү Кадырбек агайым, Гүлрүз Аблизованын ишенимдүү өкүлү болом. Сот отурумунда катышам. Кылмыш иши боюнча иштеген болот. Менин атым Нурлан Токталиев, мен адвокат болом. Жакшы, Гүлрүз айым, анда сизден баштасак, бул Айжан Мусабаева менен сиздин өзүңүздүн версияңызды угалы. Канча жыл, кайсы жылдары, кандай келишим негизинде иштешкенсиздер? Я первый раз познакомилась с Мусабаевой Айжан в 22 году у следователя, а до этого с 19 года мы с ней только по телефону общались. Но в 19 году она себя называла Марьям. Я ее знала под именем Марьям. В 20 году она была, все время ее звали Рахат. Я только в 22 году узнала, что ее зовут Мусабаева Айжан. Почему она эти имена другие давала? Я так думаю, потому что она была должна индийским гражданам деньги, и поэтому она под разными другими именами она представлялась. Я с ней познакомилась первый раз в 19 году. Она передавала через меня деньги от имени Марьям. А кандай негизде иштешкенсиздер? Вот. Она передавала... Эмне жумуш кылгансыздар? Она передавала через меня деньги своим индийским партнерам и себе же, и получала, соответственно, оттуда груз. Я предоставляла... Вот вы говорите, брокер логистик сервис, что туда поступал груз. На самом деле груз приходил на физические лица. И мы предоставляли просто услугу по растамаживанию груза, просто брокерскую услугу. А растамаживали мы на физические лица поименно, согласно у тех людей, у которых были патенты. И вот Мусабаева Айжан на сегодняшний день не получила ни одного мешка на свое имя. Так как в Индии груз консолидируется, собирается, отправляется на одну фамилию, и мы предоставляли просто услугу. На брокер логистик ни одно место не приходило. Ал боюнча да ары кетели, азыр передавала через меня деньги. Катары менен кетпейлиби, кечиресиз. Анан сиздер кандай негизде иштештиңиздер? Аларга товар алып келип бердиңиздер. Ал товар үчүн акчаны ким берчеле? Я не привозила товар. Товар отправляли индийцы, индусы, сами через свою компанию. Я здесь оказывала просто услугу. Ал Айжан Мусабаева айтып жатпайбы? Сиздерге 2019 жылдан 2021 жылга чейин сиздер карго компания деп, анан ошо товардын акчасын сиздерге берип чыккан го. Индиядан заказ кылган товардын акчасын. Она передавала деньги для индусов, потому что самолеты, все это индусы оплачивают. И за товар тоже индусы оплачивают. Она мне просто передавала деньги. Моя задача была просто отдать, взять у нее деньги и отдать. На что все деньги, которые она передавала в 19, 20, 21 году, она все до единой копейки получила. На что имеется... Бул ошол маселе болуп атат да, эмнеге ал Индияда фабрикаларга өзү эле жөнөткөн эмес? Сиздер аркылуу берген. Ал айтып атпайбы, акчаны бизге бересиңер, анан кийин биз төлөп, анан алып келип беришибиз керек деп. Потому что в Индии, товардын акчасын. Я так понимаю, что в Индии она сама не могла покупать товар, потому что там нужно было отправлять на расчетные счета, и отправляла компания-экспортер. То есть поэтому она и наняла этих индусов, и индусы ей отправляли. Но я туда вообще никакого отношения к этому не имею. Акчаларды сиздерге берип турган экен го, ошо. Она мне отдавала деньги для передачи в Индию индийским гражданам.
которым она говорила, отдайте вот этому. Өзү эмнеге сама она получала. өзү эмнеге бере албайт эле ошол Индияда Вот у фабрикаларга? нее спросите, почему. Она, когда надо, она отправляла эти деньги. Ал айтып жатат да, биз өзүбүз мурда сиздер менен иштешкенге чейин өздөрү эле жөнөтүп турган экен да. Почему же она не отправляла? Андан кийин сиздер ушундай условия койду Я дейт. никакие условия не ставила. Я ее увидела тогда, когда она получала вот у следователя первый раз. А так она в консолидированном грузе получала товар. Канча сумманы бердиңиз эле сиз? 19-й год, 20-й год, в 21-м году. Вот они все бумаги и все расписки, которые мы получили. Суммасы канча? Но среди этих денег находятся деньги индийских партнеров Мусабаева Айджан, потому что очень большое количество товара она брала в кредит и не рассчиталась. Поэтому индийские граждане приехали в Кыргызстан и подали на нее заявление. Сиздер берген сумманы, сиздерге берген Айжан Мусабаева, жана Рускулиева и Мадина Рускулиева мне не Жекшен. давала денег никогда. Ошо үчөө Она берген да? передавала в 2019 году 263 тысячи, потому что здесь были еще другие деньги. 265 я пишу, но 2000 были этого индуса деньги. 265 тысяч. В 2020 году она передавала 68 тысяч и в 2021 134 500. Но все деньги она лично получила. Жалпы суммасы ошондо канча болуп жана 600 миңге чыгып калат, общий 609 миң сом Какой берген деп 600, атпайбы? не знаю, но вот сколько она передала деньги, там часть денег была индийских. Понимаете? Так как деньги брались в кредит. Товар брался в кредит. Так, бул сиздерге берген акчасы. Да, и который Сиздерге я берип, отдала. сиз берген акча. Да. Рыскулуева мне никогда ни копейку не давала. Рыскулуева дала Мусабаева Айджан эти деньги. И попросила ее товар. Причем тут я тоже не могу понять. Она же попросила ее привезти товар. И если она не привезла, это уже Мусабаева должна разбираться с Рыскулуева, а не я. И не мой сын тем более. Эми жана брокер логистик сервис боюнча. Брокер логистик сервис деп биздин компания, карго компания деп айткан дейт. Ошол компания аркылуу товар алып келип беребиз деген деп атат. Ничего я ей не обещала, потому что она сидела в Индии и просто отправляла. Со мной она никаких переговоров, ни устных никаких не вела. Ни договора у нас нету, ничего у нас с ней не было. Просто индусы отправляли груз и говорили, отдай ей 3 мешка, или 5 мешков, или 10 мешков, или 15 мешков. Индус отправитель не Мусабаева Айджан, отправители были индийские граждане. Сатып алган адам Айжан Мусабаева болуп атат да. Акча берген адам, акча берген адам. Они там в Индии разбирались. Я же не вмешивалась в их, какой она товар покупает, или что она делает с этими деньгами в Индии. Вы поймите, что взаиморасчеты у них были между ней и индийскими партнерами Мусабаева Айджан. Но не со мной. Түшүнүктүү. Брокер логистик сервис деген карго компания эмне иш кылган анда? Предоставляла просто таможенную очистку, брокерскую услугу. Брокердик. Да, просто услугу предоставляла. Ошол ташып келген үчүн эле алып келип берип турган. Когда груз приходил, мы просто растамаживали и раздавали людям груз, и все. Брокер логистик сервистин атынан. Брокер логистик сервиси. Анан жанагы бажы кызматы айтып аткан документ боюнча. Анда айтып атпайбы? Брокер логистик сервиске эч кандай документ түшкөн эмес деп. Потому что на брокер логистик и не было груза. Жок, сиздер растаможка кылып. Товар приходил на физические лица. Если товар перешел на Петрова, Иванова, Сидорова, мы и растамаживали на Петрова, Иванова и Сидорова. Вы поймите. Азыр өзүңүз айтып атпайсызбы? Биз брокер логистик сервис. Услугу по растамаживанию. Сейчас почему-то вы себе в голову вбили, что это карго. Они занимаются грузоперевозкой. Я не занималась. Грузоперевозками она никогда не занималась. Почему вы сейчас карго? Тут нету никакого карго. Ошончо сурап атпаймынбы? Эмне жумуш кылчу эле деп брокер логистик сервис. Анда түшүндүрүп коюңуз, эмне жумуш кылчу? Получается просто таможенная очистка, как агент. Да, вот таможенный агент просто оплачивает таможенные платежи, помогает с выплатами, да, вот этим, то, что необходимо пошлин.
Ну, груз-то они не заказывали на себя. Вот, как агенты платили все необходимые документы, пошлины. Груз Всё. не приходил на брокер, вы поймите. Они и не заказывали. Это просто агентская фирма, которая... Приходила, например, на Петрова или там на каких-то вот на бизнесменов, Бажы которые... төлөмдөрүн ким төлөчү анда? Пошлина. Пошлину, как мы... Вот этот же человек, на который пришел, он же и платит растаможке. Например, пришел груз на Петрова, Петров идет и платит. Мы просто оказываем услугу. Мусабаева төлөгөн, Мусабаеванын товарлары жөнүндө сүйлөшөлү анда ошол жерден. Мусабаеванын товарларын өткөргөндө пошлина төлөгөнбү? Я не знаю. Сиздер бажыдан сиздер өткөрүп берип атпайсыздарбы? Төлөбөсө өткөрбөйт да. Товар приходил, например, вот консолидированный груз, приходил, например, на человека, допустим, на вас. И в ваших мешках там был груз, который должен был прийти на Мусабаева Айджан, например, передайте вот столько-то мешков, вот столько-то мешков. И этот человек, на который пришел, он все платил. Мусабаева берген бир документ барбы? Мисалы үчүн мындай ойлонолу да. Бажыдан өтүп атат, сиздер өткөрүп документтерин бүтүрүп беребиз деп атасыздар. Бажыдан өткөрүпчү, растаможкасын. Ошо растаможка кылыш үчүн акча төлөш керек да, товар пошлина. Пошлина, пошлинаны төлөш үчүн все пошлины, все документы, они все находятся в структуре. Я относила вот такую кипу за 19 год, за 20 год, за 21 в следственные органы МВД. Они у меня потребовали все декларации, я им все отнесла. И там все выплаты, они все есть, имеются. азыр барбы, көрсөтө аласыздар? У меня сейчас нет, они все в этом, но все декларации-то есть. Жок, мен такыр түшүнө албай атам Нет, сизди. хорошо, давайте по-другому. Она же говорит, частями деньги отдает, правильно? Если она какую-то часть отдала, потом товар не получила, зачем ей еще раз платить деньги? Она мне передает, вот послушайте, она мне передает в 2019 году деньги. Если бы я ей не отдала деньги, каким образом бы она мне передавала бы в 2020 году, если бы я ей не отдала? Моя задача была только забрать эти деньги и передать адресату. И если бы я ей в 2020 году не отдала бы деньги, тогда бы она мне не передавала бы в 2021 году. В 2022 году мы вообще перестали с ней сотрудничать. Я ее увидела уже на следствии, когда она стала говорить, что она не смогла получить товар, ей не дали в кредит товар. Жок, эми макул. Ушуга так жооп алып коеюн. Бажыдан кантип алып өтөт элеңиздер? Сиздер акча Мусабаева растаможка үчүн силерге акча берчү эле, муну растаможкага бер деп, пошлинага бер деп. Смотрите, если товар, получается, она сама у них там не заказывала, индусы, получается, отправляют товар, ну, не знаю, на свои доверенные лица, либо на себя. На свои доверенные лица, да. И они отправляют его И те они и платят. да, в Кыргызскую А потом республику. Мусабаева рассчитывалась с Да, индусами. ну, смотрите, тут сама вот эту линию, значит, получается, Мусабаева и не покупала этот товар. Ей отдавали как бы в рассрочку, чтобы она под реализацию. Кредит. В кредит, под реализацию. Ей просто передавали туда товар. Наличка бир да жолу берген эмеспи? Нет, ну за реализацию она же должна была... Она сама рассчитывала. Она же должна была Это их рассчитывать. взаимозачеты. Нет, если она бы купила бы этот товар, она бы, ну давайте так, да, спросим. Она знает, какой товар она покупала? Она показала документы? Нет, не показала. Товарларды. Нет, она показала, что она должна была купить. Где договор? Вот, покупаю, допустим, платье, покупаю шарф. У нее есть такой? Нет. Нет у нее такого. Ей предоставлялся товар под реализацию. После реализации, соответственно, она должна была что сделать? Расплатиться за товар с индусом. А сейчас вы предоставляете такую информацию, что она купила этот товар. Купила. Ладно, хорошо. Что она купила? Платье көйнөктөрдү алып келгем деп атат. Хорошо. Алып келгем деп атат. Хорошо. Сатып алчумун деп. В каком количестве должна была? В каком количестве она покупала? Делодо жазылып турбады. 180 канча мешок дегендей деп. Допустим, у вас есть 10 ручек, да, к примеру, 10 ручек. Эти 10 ручек, допустим, 100 сом стоят. Муну акчаларды эмнеге берди товарга болбосо? Она же рассчитывалась, она же Не со мной. Не с ней же рассчитывалась, с индусом. Акчаны сизге берип атат, сиз аларга берип атасыз. Да, она же просила передать, я там нахожусь, мой муж Эми принесет, отдай. бажыдан алып өтүп атканда товарларды Да. айтат да.
Кайсы ошол жерден сразу төлөп өтүш керек дейм, бул под реализация деп. Согласно ГТД мы все пошлины платили. И такого нет, чтобы приехать товар и просто без растаможки, без выплат забрать товар. Где такое есть? Вы мне покажите. Мен ошону сурап атам, мен да ошону сурап атам. Это вообще нереально. Его вопрос не понял. Вот эти таможенные пошлины, кто оплачивал, спрашиваю? Хозяин груза. Хозяин груза. Хозяин груза. Да. Вот. Хозяин груза кто? Силер аркылуу төлөйт да, сиздер растаможка кылып атсаңыздар аны. Растаможка акчаны силерге берет, ал өзү барып акчаны төлөй албайт да, туурабы? В данном случае кто получается хозяин груза? Не Мусабаева же. Ким? Она же на своё имя ни эми один мындай мешок не мындай получила. болгондо аягында келип туруп хозяин ошол болуп атпайбы? Ошонун контейнерине келип атпайбы товар? Баары бир ким хозяин болсо дагы Мусабаева растаможкага акча бериш керек беле? Сиздер Мусабаеванын товарлары кимкине бир-эки документ көрсөтө аласыздарбы анда? Хорошо. На Мусабаеву ничего не было. Мусабаеванын товарлары кимдики менен кошулуп келип растаможка кылчу эле? Да. На другие лица приходили так, как те, которых он доверял, вот он им отправлял товар и оттуда просил отдать. Мы просто оттуда брали и отдавали. Анда мындай жөнөкөй эле суроо да. Баары бир аягында келип ошол товар Айжан Мусабаеванын контейнерине түшүп атат да. Түшүп атат, Ошол товар үчүн пошлинаны ким төлөгөн? Платили мы, потом она рассчитывалась. Сиздер өзүңүздөр төлөгөнсүздөр. Платил, ну то есть от имени того человека, на которого пришел груз. Понимаете? Сиз төлөгөнсүз. Да. Все они расчеты, все есть, понимаете, в декларациях. Когда ты платишь, когда ты растамаживаешь груз, тебе таможня считает, ты вот столько должна, вот столько должна. Ты же идешь в кассу, оплачиваешь это все. И это все есть. А если без этого тебя бы не выпустили? Так я за 3 года все документы не брала. Все ГТД есть, я вам покажу. Если вы хотите, можете как-нибудь приехать, я вам покажу. Но все ГТД я отдала. Документтер барбы, ошону эле сурап атам мен. Все документы есть. Көп нерсе сураган жокмун, түшүнүп атасыздарбы? Эламан, все документы есть, но на ее имя ни одного документа нету. Потому что на она кого хозяином приходил груза не груз, была. на того и есть документы, понимаете? Ошо кимге Вот, например, келген? Например, приходил груз там на Гордаева, на Базакова, на там Джамилю, на туристов. Они платили это все в кассу, и эти все документы есть. Эти все документы я передала, ну, когда меня запросили, я им все предоставила документы органам. И в ГКНБ, и в МВД. Бизге да бере аласыңарбы, көрсөтө Я аласыңарбы? могу вам дать, показать копии вот этих документов, но я с собой их не взяла, все ГТД. Я не знала, что нужно их с собой было брать. Түшүнүктүү. Анда Я эгер пришла вам сказать, что документтериңизди я 1 жөнөтсөңүздөр, копейку Мусабаевой не должна на сегодняшний день. Ни я, ни мой сын. Вот это я вам пришла сказать. И я вам еще пришла сказать, что все, что она говорит, что это, ну, как вранье, ложь и клевета. Вот это я вам пришла сказать. А не сидеть, выяснять, вам показывать документ. Но если вы хотите, я вам покажу, проблем нету. На какое имя груз пришел и сколько мешков оттуда получила Мусабаева Айжан. Эти все документы есть. Мне обманывать зачем? Вы как получите товар на таможне, когда он самолетом прилетает, в чем мне кто-то отдаст без оплаты, без пошлины? мен деле көп нерсе сураган жокмун. Болгон ошо документиңиздер көрсөтүп койгула дедим. Если она Көрсөтөлү. хозяин груза, как она может получить? Если она его там не покупала, а получила под реализацию. Эми булар жана брокердик кызматты көрсөткөнбүз деп атпайбы? Көрсөткөн болсо документтер буларда болот да. Нет, ну хорошо, если она не хозяин, как она там будет? Если она не хозяин груза, если она расплачивалась, вот эти деньги, которые вы сейчас она показывает, она просто закрывала свои долги За товар. за товар перед индусами. А не покупала товар у индусов, чтобы его продавать здесь. Эми под реализация алса деле товар алып келген да ошол. Кыргызстанга келген да. Ошо товар жөнүндө сөз болуп атат. Эми кандай жол менен индустар менен кантип төлөдү, башка мен товарды сурап атам да, кантип өткөн Мы вам деп. и говорим, что товар Бул приходил себеби не бул на маселе, её бул суроо имя. эмнеден чыкты? Могу жерде ошо бажы кызматы, брокер логистик сервистен эч кандай нерсе кирген эмес деп атат. Анан На сиздер брокеры айтасыздар, не проходит, на брокеры брокерге не катталган Давайте эмес, так еще жеке раз, да, адамдарга чтобы деген непоняток деп. не было, да, чтобы не понимали, да? Первое. Брокер логистик сервис карго не осуществляет перевозку грузов, не занимается. Оказывает просто услугу брокерскую. Брокер логистик сервис на свое имя товар никогда не получал и не заказывал там, не покупал. Товар приходил на имена, которые
индусы доверяли, с которыми они работали здесь. Но благодаря тому, что они хотели реализовать, ну, может быть, она с ними как-то договорилась, по их просьбе передавались под реализацию для Мусабаевой. Вот и все. Она никогда не была хозяином груза. Вопросы? Ошондо документ жөнөтөсүздөр да, туурабы? Айжан Мусабаеваныкы кимдин жүгү менен кошулуп, Айжан Мусабаеванын товарына ким хозяин болуп, растаможка кылган, растаможкага пошлинаны төлөгөн? Конечно, төлөгөн. Нет, вы чуть неправильно даете. Жок. Вы обратно же Жок, заходите. Товар үчүн мындай жөнөкөй эле суроо. Да, я понял. Но вы опять же заходите, что она якобы хозяин груза. Она не была хозяином груза. Кимдикине кошулуп келген, ким хозяин болуп алып келген анын товарын? Петров, Иванов, Сидоров. Ну, там другие были лица. Это уже с индусами надо разговаривать. Если вы хотите... Жок, эми растаможканы сиздер кылып атпайсыздарбы? Растаможканы өткөрүп атканда документ негизинде Я өткөрөсүздөр же да. вам объяснила, Ламан, что груз, например, пришел на Петрова в среди этих мешков, и Петрова платила госпошлину, все налоги, все оплатили, и у него был патент. У Мусабаевой на момент, когда я просила, дайте мне ваш патент, чтобы на вас отправить груз, она не могла предоставить нам патент. И все документы эти есть, потому что ни один мешок вам без растаможки не выдадут. Вы поймите. Түшүнүктүү, анда документтерди берсеңиздер көрөбүз. Конечно. Сиздер жана Вупендер Гупта деген, туура эле айттым атын, ошо индиялык неме менен ал менен сизди партнер болуп иштеген деп атат да. Экөөңүздөр иштечү элеңиздер кандай эле? Вот каким образом я могу быть партнером? Бапиндер Кумар Гупта партнер как раз-таки Мусабаева Айджан, с которой он проработал 3 года. И он приезжал сюда, давал показания. И писал заявление на Мусабаеву Айджан, поскольку она ему должна была денег. И то, что вот мы вам сейчас говорим, он ей давал под реализацию она ему деньги не отдала, он написал на нее заявление, его признали, был он признан потерпевшим по этому тоже уголовному делу в отношении Мусабаева Айджан. Понимаете? Так, ошондо жалпы жана Мусабаева, жана Жекшенова, Рускова стали писать, да, вот этот Бапиндер Гупта этот. И там в середине затерлись они, когда она поняла, что она с него эти деньги не получит. Или еще там что-то, я не знаю. Там. Они в Индии, знаете, Мусабаева Айджан с посольством Индии, с представителями посольства Индии, наше киргизское посольство ей предоставило адвоката. Они приходили, считались в Индии с Бапиндером и еще там с другими индусами. Они считались, и ее же адвокат, которого ей предоставило киргизское посольство, сказал, что в подсчетах все правильно, что нету никаких, что ошибок у индусов. И вот такие суммы, которые она выставляет по 300 тысяч, ну это вообще нереально. Товар үчүн жалпы ошо Жекшенова, Рыскулиева деген, Мусабаева деген үчөөбүз деп атпайбы? Эми аны Мусабаева аркылуу берилип турганбы? Одна Мусабаева была, не Одна Жекшенова, Мусабаева, не да? Рыскулуева мы вообще никогда не видели. и не Товар знаем. үчүн 609 000 доллар сизге бергенин тастыктайсызбы же четке кагасызбы? 609 000. Не было 609 000. Откуда? Товар үчүн жана Она же не мне передавала эти деньги. Она мне просто приносила и отдавала для индусов. Я просто передавала. Моя миссия была взять и доставить до адресата эти деньги. А как она, куда она их девала? Это вы у Мусабаевой спросите, куда она дела эти деньги. Она по полгода в Индии жила, снимала огромные квартиры и жила на эти деньги. Она мне передавала, она там сама сидела и получала, и говорила спасибо, что я отправила. Түшүнүктүү. Жана товарлар кандай жол менен кирип турганы боюнча жанагы кылмыш ишине тиркелген да, документтер. Тиркелгенби? Что говорит? Ну, все документы по оформлению таможенных платежей. А уже все они проверили там. Проверили, да? Жана растаможка үчүн сиздер ар бир товардын килограммына 5,5-7 доллардан алчу эле дейт. Это не Ошондойбу? я брала, это не растаможка была. Там же еще самолет.
Его же за бесплатно не привозили. Как они договаривались в Индии с индусами? Они каждый индивидуально договаривается. Ар бир килограмм үчүн Конечно. $7 чейин дегенди сиздерге төлөгөн эмеспи? Нет, это все она платила индусам. Сиздерге канча төлөчү эле брокер? Ал айтып атат $7 чейин төлөп турганбыз деп. Так она же не мне платила, она платила за самолет. Да, ошо Но эти деньги все отправляли в Индию. Бул $7 дегенде ошол товарды Какой $7? Она никогда в жизни не получала по $7. Не было $7. Никогда. канча болчу эле? Самое максимальное это было $5 она получала груз. Это там туда входила стоимость за растаможку и стоимость перевозки и услуги индийские. Аха, түшүнүктүү. Андан кийин маселе боюнча жана бул жакта сиздерге айыбыңыздар угулуп, анан кийин немелер болуп турго, бул боюнча тергөөгө макул эмессиздерби? Ошол боюнча айта кетсеңиздер. Жана айып угузулуп, айыпкер катары таанылып, Уголовном дело спрашивает. кылмыш иши боюнча. Ал кылмыш иши боюнча ал иш полностью жабылган. Булардын кылмыштуулугунун составы жоктугуна байланыштуу иш кыскартылган. Ал жерде эч кандай далил жоктугуна байланыштуу ишти тергөөдө жабылган. Мусабаева чыгып экранга толгон токойт нерселерди айтып жатат, анын эч бириси чындыкка дал келбейт. Ал ошол индустарга акчаны бербештин айласы кылып эле азыр ошол акчаны бул Ахметовадан алуу максатында гана ушунча нерсени көбүйтүп жабыртып атат да. Эми ошол образга кирип алып, ошол образдан чыга албай аткандагысы да. Чындап келсе, ал акчаны бул кылмыш иштин ичинде протоколдо бар. Бул акчаны, булар жиберип турган акчаларды ал жакта жана бупендер деп атпайбы? Акчаны алып турган адам мен алдым деп айтып атат протоколдо. То, что булар жиберип аткан акчаларды ал жакта ал алган. Алып анан жиберген. Анан эң мындай логика жатпаган нерсе бул 2019-дан бери иштеп неужели $330,000 жоголгу чыкты? Бул отурду. Мен товарым жок го деп отурду. Бул килтейген акча. Бул килтейген акчасы жоголгу чыкты. 3 жыл ойлонуп отурду. 2023-жылы качан индустар келип биздин акчабызды бер деп тоолап баштаганда, анан бул мени товарым жок го деген анан образга кирип, ошолордун акчасын бербештин айласы кылып, мына ушунча нерсени токуп отурат. Азыр ошонун экранга берип аткан бир дагы мындай чындыкка дал келбеген нерселер да. Эгер ошол чындыкка дал келсе, мына кылмыш иштин ичинен тапсын хотя бы. Ошондуктан ошол туура эмес маалыматтар бергендигине байланыштуу биз дагы анын үстүнөн азыр в гражданском порядке берип атабыз, что туура эмес маалыматтар тараткандыгы үчүн, аброюна шек келтиргендиги үчүн азыркы учурда соттошуп турабыз. Себеби эч бир чындыкка туура келбеген нерселерди кайра токтобой эле айтып аткандасы. Бунун максаты болгон эле ошо индустарга бере албай аткан акчасын ошол бул бир эле наоборот индустар потерпевший болуп атат. Индустардан ошол жактан кредит алып, анан аягында келип эле жана бупендер деген ошонун кредитин жаап отуруп калып атат ошол жакта, Индияда. Анан ал келет, сенин кредиттериң мен жаптым, бер менин акчамы деп келгенде, анан мына ушул нерсени картинаны ойлоп таап аткандагысы. Чындап келсе, эч бир чындыкка туура келбеген нерсе. Бупендер Гуптадан канча карыз деп атат? Бупендер Гупта 47 тысяч она ему должна. Анын распискасы бар. И расписка здесь тоже аэропортто есть. Көрсөтүп коесузбу? Аэропортто отуруп, ооба мен ушунча карызмын деп жазган, өзүнүн кол коюп жазган нерсеси бар. Чындап анан аны Индияда уже черный списокко салып койгон. Ушул Мусабаевага товар берилбесин депчи. Товар берилбесин, себеби ал ошентип товарларды алып, анан кийин эч кимге төлөбөгөн. Бупендер ортого түшүп алгандыгы үчүн, как гарант болуп, ошо ортого түшүп алып бергендиги үчүн Мусабаевадан бардыгы бупендерден доолаган, анан бупендер төлөп отуруп калган. Бупендер төлөп отуруп калгандагы анан кийин келип Кыргызстанга келип анан кийин бунун үстүнөн заявление жазды. Бунун үстүнөн заявление жазганда анан булардын үстүнөн түшүп атат.
23 жыл ойгонуп атканда. Айжан Мусабаева биринчи Гүлруз Ахмет, Айдын Ахметовторго арыз жазгам, андан кийин келип Бупендер Гупта жазды деп атпайбы? На самом деле у них началось в Индии разбирательство. Ошол жактан башталган В Индии начались разбирательства. Она меня попросила, говорит, Гульруз, вы можете мне показать, сколько денег я дала? Я сказала, конечно, я могу. И я ей все написала, сколько денег она передавала. Что он мне сказал показать? Расписку ее. Ее расписку? Да, анын өзүнүн ошо Я, наверное, не взяла. аэропортто отуруп жазган. Мен ушунча доллар карызмын деп туруп жазып кол коюп берген нерселеринен У вас же есть это расписка? еще Индиядан черный Я с списокко собой түшкөн не взяла, кагаздарынан и бери расписку турат. тоже показала. Бул аркы Индиядан башталган. Карызды оламай, индустар аркасынан түшкөндө, хорошо деп ошону жазып туруп анан Кыргызстанга чыгып кеткен ал. Мына анан келип анан ошол разборканан келип туруп бул жака саяп атат да. Анан индус келет бул жака. Сен буга бердим деп булардын үстүнөн коюлуп аткан акчаны мен тияктан алып сага уже товар жибергенмин деп. Мына чындык ошол жакта жатат. Анан бул азыр аябай көп карызга батып калды. Индустарга ал жакка, бул жакка батып калды дагы. 23-жылы мен мешокто, кана мен мешокторум деп ойгонуп атат. 2019-жылдан бери $330,000 карыз болгочокто кантип эле адам отура берет? Килтейген акча иштетип аткан адам кантип эле? Ошо бул баягы товар менен салган долойт дей. 2019-жылы акча салган болсо. Деле была. Кана менин товарым долойт да. Бир ай, 2 ай өткөндө эле ыкылдатат да. Ал деген айлантыра турган акча. Анан 2023-жылы эле мен товарларым жок го деп анан ойгонуп калган дагысы экен. Ал эмне? Ал ошо чогуу иштешип жүргөнбүз, анан ушинтип товарларды кийин эсептешсек, ушунча сумма чыкпай калды деп атат да. Каким образом? Аз акча жиберген жери жок. Көп акча жиберип атат экен. Мына өзү айткандай ушунча акча жиберип атыр. 330,000 акча жиберип атыр. 2019-дан бери эмне кылып отурду? 2019-жылдан бери 2023-жылга чейин 4 жыл өтүп атат. И вот он документ, который, это точно такой же документ, который 2000 магазинов входит туда, это типа такая же ассоциация, как Дордой, Рамеш-Парк, вот председатель, ее адвокат ходил и с ним тоже считался. И вот как он ее включил в черный список еще до того, как она пришла к Бапиндеру работать. Она уже была в черном списке. Черный список киргени боюнча. Поэтому она себя называла под вымышленными именами. То Марьям, то Бул черный списокко ким киргизген? Базарбы? Не базар. Это ассоциация такая же огромная, как Дордой. Вот. Также есть у нас жалобы на Мусабаеву Айджан. Не с нашей граждан. Вот они все жалобы. Посмотрите, кому она должна деньги. Вот они все бумаги. Всем кто? Вот с переводом даже есть. И с переводом есть. Вот, допустим, с переводом. Вот тоже с переводом. Вот смотрите, сколько у нас на нее жалоб. И они все подтверждены, можете звонить, узнавать. Булардын копиясы барбы бизге калтырганга? Вы можете так отснять же. И можем вам отправить. Вот тут тоже пишут, с 2020 года она ходит обманывает. Ну, жалобы в посольство тут у них есть. Они писали и в посольство киргизское, но и у них даже есть вот эти квиточки, когда было доставлены эти письма в посольство с просьбой помочь, чтобы Мусабаева Айджан вернула деньги. Вот виза у нее, вот, они даже такое отправляют. Анан ушулар аркылуу акча берип жүргөндүгүнөн пайдаланып, ошол моменттен пайдаланып, мен лучше ушулардан они состоятельные люди, акчасы бар. Ошондон пайдаланып, мен ушулардан акча берип жүрбөдүм беле. Мен ушулардан акча алайын деп, анан өзүнө ошончо нерсени вымышлять этип, ойлоп таап алып, азыр ошол образдан чыга албай, эми булардан эптип ошол акчаны алып, ошол индустардан кутулайын деп атат. Ошол вымогает. Параллельно она же не только со мной ведет дело. Жанагы видеодо көргөндөй, бул башкалар кредит алып атышпайбы, 50 на 50 иштейбиз деп. Алардан да карыз, башкалардан да карыз, ошолордун акчасын кандай коюштун жолун таппай, мына ушуларга жармашып аткандасы. Ушулардан акчаны алсам, ушулардан кутулам деп. Чындап келсе, эсе по факту же бири-бирине мындай карызы жок. Ал башкаларга карыз болсо болгондур. Ахметовага анын карызы жок,
Ахметова ага карызы жок. Ал башкаларга карыз болсо болгондор. Айдын Ахмедов менен Гүлүрүз Ахмедовага кылмыш иши качан токтотулган? Кылмыш иштин жана курамы жок деп токтотулган деп атпайсызбы? 30 майда токтотулган, ал 30 май 2024-пү? 2024-пү? 2024-жылы кыскартылган 30 майда. Это уже не первое, не последнее, ну, в смысле, как подойдет последний, это уже третье. Ну, дело по Сиздерде барбы ошол документ токтотулган үчүн 30 майда дейсизби? Бар. 30 май 24-жылы иш кыскартылган. Кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу кыскартылган. Нет, если вы хотите, я сейчас вам покажу. Вот это. Вы же говорите про Рускулуеву, да? Тут у меня есть протокол допроса, где она сама расписывается. Я вам полностью покажу. Она говорит, что я не знаю, по какой причине, вот, лично я, почему она ее сейчас тоже обвиняет. Она говорит, я полностью доверяю Мусабаевой Айджан. Она меня обмануть не могла. Я договаривался с Мусабаевой Айджан насчет покупки каких-то товаров, что она должна была привезти. Я полностью ей доверяю. Мы с ней этот бизнес-план обсуждали. Я говорю, ну тут есть тоже вопрос. В этом вашем обсуждении она каким-то участвовала? Нет, она не участвовала, но участвовала со слов Мусабаева. Я говорю, ну тогда получается она не знала. Откуда вы знали, что мы партнеры? Мы должны были втроем. Я говорю, ладно, потом. Если она вам все Мусабаева Айджан обещает, вы едете передавать деньги. Там какой-то парень зашел в машину. Вы отдаете деньги. Этот парень знал, что вы вместе делаете какой-то Ее бизнес? не было, это вранье. Нет, этот парень не знал. Он просто подтвердил, да, и передал маме. Я говорю, хорошо, если он эти деньги передал маме, тогда он причем какое совершил преступление? Все деньги, которые передали, вон банковские. Потом, переводы. да, потом на эти деньги, $50 000, есть банковский перевод в Индию. Есть расписка от индуса, что он эти деньги получил. И что теперь? Сын виноват, что ли? Или мать виновата? То, что деньги передавал? Это же маразм. Банк аркылуу жиберилген квитанциялар турат. Барбы, мына Айжан Мусабаеванын сиздерге берген акчасын тик Индиядагы товар ээлерине, Индиядагы товар саткан адамдарга берген акчанын. Ну, это же все отражено в постановлении этого дела по вообще прекращению. Нет, Да, про есть, квитанция. есть. Бар. Көрсөк болобу? Тергөө иштерине дагы берилген, тергөөгө дагы. Канча сумма берилген? $50 000. Нет, 60. 60, Вот, они передавали, вот смотрите, в 2020 году, вот Рыскулова говорит, что она в 2020 году. В 2020 году она передавала 68 000 Мусабаева. Все квитанции подтвержденные, вот они есть. Вот 60 000 квитанций, посмотрите, банковские переводы. Да. Бул кимдики? Бул Нью-Дели, Айджан Мусабаева. Это я отправляла. И вот они переводы. Вот 60 000, вот 18 еще там. На квитанциялары. Анан Ахметованын унчукпаганынан пайдаланып, биротолу экранга чыгып образдан чалбай аткан. Вот по Рускулуевой. Все деньги, они все сразу были переданы в Индию. Бул Рускулуеванын боюнча, Ну вот, я не знаю, это 20-й год был. В 2020 году вот вся сумма, которые были, вот они все переданы. Ал ошо Мусабаеванын айтканы бул суроонун эме бергенден, мен буга Гүлүрүз Ахмедова акчаны бере бергем, ал Индиядагы товардын ээлерине бербей жүрө бериптир деп атат да. Если бы я не отдала, вот если бы вы бизнесмен, вы мне отдаете деньги в 2019 году, и если бы, например, вот 1 апреля, допустим, вы мне дали,
а 2 апреля вы не получили. Вы, наверное, спросите, где эти деньги. Или вы банком переводите, если через 3 дня не приходит, вы же начинаете бить тревогу, наверное, искать эти деньги. Как так? Вот она в 22 году начинает писать заявление, что якобы в 19 году она не получила деньги. Тогда зачем она мне передавала в 20 году? Зачем она передавала в 21 году? Вот каким образом? Если бы вы хоть 1 копейку не получили, вы бы мне доверяли бы или давали бы. Я ей все деньги отдала, мы ей на сегодняшний день. Банк аркылуу жөнөтчү элеңиздер? Часть банком, часть отправляли. Они сами, индусы, приезжали, забирали. Сами забирали, да? Банковский перевод у нас есть. Бул Мусабаеваныкыда боюнча бул жерде аз эле Нет, сумма это же экен го? я же отправляла от своего имени на эту компанию, куда она Нет, просила. вы же сейчас про Рыскулу вы же говорите. Да. Вот. Про Рыскулу, вот. Рыскулов банк. Мына жерде 660 миң. Ну, Вот еще Мына доллар менен 18. эмне? да, было. 18 миң. Она передавала в 2020 году всего 68 Нет, если вы тысяч. хотите, сейчас я протокол очной ставки вам покажу. И те даты, на которые насылается, вот эти даты и там. все 60 миң есть. бул Рыскулов банк. Мусабай банк бул жерде 60 и 18 миң экен. Бул жакта но суммада 68 она должна была. муну көрсөтүп койсоңуз. Бул жерде 2019га карата 265 миң доллар. Да, вот еще расписка. 2020-га карата 68 миң, 2021-ге карата 134 миң доллар. И вот еще его лично рукой написанная расписка. Это вот от компании, это вот рукой написанная расписка. Что он эти деньги все получил. Дагы бир суроо, сиздердин балаңыз ошо СИЗОго отуруп чыккан деди, күнөө коюлуп, анан сизге дагы мэри пресечение тандалган экен. Сизге дагы барбы подписка о невыезде? Подписка о невыезде, да. Пока велось следствие. Да, тергөө жүргөн учурда. Ошол убакта сиздерге дагы айып тагылыптыр эле, ошол кийин кыскартылыптыр туура. Ошол тагылган айыптарга макул эмессиздерби, эмне негизинде кыскартылганын түшүндүрүп кетсеңиздер, буларга коюлган айып. Жана кылмыштын курамы жок деп кыскартылыптыр го. Өзүңүз түшүндүрүп кетесизби, адвокаттар сиздерге? Я не поняла, следствие... Почему дело было прекращено? Чем вы Потому что не было соглашались? состава преступления. Мы, да, не только состава, но и не было и основания для возбуждения уголовного дела. Я вообще прошу все следственные органы и все компетентные лица, чтобы все-таки провели психолого-психиатрическую экспертизу, но чтобы исключить такое расстройство, как кверулянство и сутяжничество. Потому что когда столько продолжалось, в течение 3 лет идет следствие, да, и получается, что все следователи прокуратуры, все адвокаты, и все, получается, не правы, только Мусабаева Айджан права. И она никогда ни с кем не соглашается. И бесконечные жалобы. Этим самым она дискредитирует не только, допустим, меня, мою честь и мое достоинство. Она дискредитирует точно так же все службы. Службы таможни, службы ГКНБ, службы МВД, прокуратуру, не соглашаясь с тем постановлением, которое они выносят. Жана видеодо жүрөт го, чогуу эсептегенбиз деп Бупендер Гупта менен эсептегенде ошентип анан аягында 330 миң доллар карыз чыгып калышкан, ошол жерде эсептегенде депчи. Ошол жерде чогулуп эмнени эсептедиңиздер эле, өзүңүздүн версияңызды айтып кетсеңиз. Смотрите, когда следователь ГКНБ Батарханов, он разбирался с Мусабаевой и Бапиндером, индийским гражданином Бапиндером, он меня попросил просто присутствовать, пока они будут считаться. И я просто пришла, чтобы поддержать этого индийского гражданина. В итоге 3 дня мы считались, они посчитали только количество 5 мешков. И в итоге она начала скандалить и довела этого индийского гражданина, что он упал там в обморок. И ее же адвокат помог донести, хорошо, напротив была больница. И ее же адвокат повел этого индийского гражданина в больницу, где у него давление 180. На это тоже можете пойти проверить. Ее же адвокат помог довести этого бедного индуса.
Ошо 3 күн эсептегенде кандай жыйынтыкка келишкен? Кимге Ничего, карыз Они болгон? не смогли, они не смогли посчитать даже 5 мешков, только были угрозы по индийскому. Она угрожала и говорила, ты будешь считать в подвале сидеть в ГКНБ. И они за 3 дня посчитали только 5 мешков. Больше они не смогли посчитать. А я там с ней не считала. Она везде предоставляет сведения, якобы она со мной считалась. На самом деле она считалась с индийским гражданином, а я пришла туда по просьбе следователя ГКНБ, чтобы я помогла им там разобраться. Поскольку иностранный гражданин хорошо не владеет русским языком, да, и чтобы он как в качестве переводчика, что ли. И я как бы тоже был этим этому тоже свидетель. Ну, представьте, у нее там свои записи. У него свои записи. У него свои записи. Что сравнить? Она там сама написала что-то, он там тоже что-то себе написал. В итоге они не пришли ни к какому согласию, так и не посчитались. И через 3 дня ему стало плохо, потому что она там угрожала ему. И в итоге ее же адвокат повел его в больницу, этого индуса. Потому что я его одна не могла тащить. Я хотел спросить про Мусабаева Айжан. Ага. Она сколько должна вас? Мусабаева должна 45 тысяч меня. Около 45 тысяч долларов меня должен. Я хочу сказать так. Я работала 3 года Мусабаева. В 2019 году, в 2021 году я работал. 3 года с ними работала. И в последнее время меня кидала она 45 тысяч долларов. Только вас и других тоже там? Меня и Индия тоже. Много есть такие народ, она кидала меня. И меня и других народ тоже. Вы с ней работали, да, как партнер? Я сам работал, день ночь я его возил. Я возил сам. Я фабрику вязал, фабрику повезал. Везде я ему показал товара. И теперь это долг меня весил. Это долг я сам на свой карман платил. Они... Говори. Вы с Дилюруз Ахмедовой как работали? Гульруз Ахмедова я груз выслал. Она товар, я груз выслал от Индию там. И она дала там груз, как его имя, Айжан Мусабаеву. Вы от Гульруз Ахмедовой сколько сумм получили в течение 3 года, которая передала Айжан? Первые, которые у меня есть смотрите, меня есть записку, надо меня смотреть сейчас, я сразу скажу, я так не помню. Но меня в последнее время кидала на 45 тысяч долларов, она кидала. 45 тысяч. А сколько суммы вы получили? Можете вспомнить? Примерно. Больше 100 тысяч или больше 200 тысяч долларов? Мне надо документ вытаскивать надо будет, потому что это очень долгое время прошло, поэтому. А Гульруз Ахмедова утверждает, что вам отправила, что более 400 тысяч долларов, да, которые на документы. Я от Гульруза все получил деньги. От Гульруза все получил. Что она передала, Айжан Мусабаева, я все получил здесь. И все товары тоже отправляли или? Больше отправляли. Даже больше отправлял туда. Даже больше отправили. Последнее время товар она не вязала, говорит, у меня денег нету. Она говорит, товар не могу забирать. Потом я трудно пришел туда, потом я свой товар еле продал тоже там. Кому вы продали? Там, где которые меня клиенты были там, продали там. В Кыргызстане были они, клиенты? Нет, я много грузов, я отправлял, много, которые есть на 10 мешка отправлял. Я Казахстан отправил, 2 мешка там была последнее время, говорю, последний момент. И 2 мешка была одна женщина больше, но я туда ему отдал, больше никого, все нету. Меня было последнее время 12 мешков. Нет, которые клиенты, вы же говорите, что продали, которые не купила Айжан Мусабаева. Я был хозяин там. Да. 12 мешков
последнее время товар, я больше отправил там. 12 мешков. Она говорит, я товар не могу забирать, потому что у меня денег нету. Она должна была, меня 45 Ну, тысяч. хорошо. А Я не потом... могу его товар давать без денег. А потом кому вы продали эти товары? Это продали, 10 мешков Казахстан продал, я сам, Казахстан продал. Мгм. В Кыргызстан тоже продали? Да, Казахстан продал, что теперь буду делать? Меня клиент вели, я продал Казахстан. Сколько мешков продали в Кыргызстан? 10 мешков. 10 мешков? Казахстан 10, Да. 2 мешка в Кыргызстане. А Казахстан имеет в виду 10 мешков или Кыргызстан? Казахстан. А в Кыргызстан? 2 мешка. 2 мешка, да? Да. Сани, спросите, кто отдал, Айдина или он? Вы же говорите, Про что? Мусабаева утверждает, что Айдин отдал мешки. А вы спросите у него, кто Я отдал. 2 мешка я сам отдал. В Киргизстане кому продал, я тоже могу сказать, кому я отдал я. Айдин не отдал, да? А Айджан Мусабаева утверждает, что да, Айдин отдал ее товар. Он не дал никуда. Это я сам пришел, сам отдал я. Мгм. Хорошо, спасибо. Еще тут говорят, что у вас есть обращения, да, которые ранее записали. Я уже 2 раза пришел, там в Бишкеке доказывали там на свои этого документа, я показал. Они никто не активно не смотрели туда. Активно никто не смотрел. Я 2 раза пришел. Один раз СМБ пришел, второй раз пришел на КМБ. Там есть Бек Мирзабел, такое время. В 2002 году. 2023. Сизден эч кандай карызы жок болсо, булар 3 жылдан бери улам сотко жазып, анан сиздердин үстүңүздөрдөн арыз жазып, анан эмне үчүн мындай кадамга барышы мүмкүн ал анда? Кандай ойлойсуз? Можно я отвечу? Да? Дело в том, что это просто избежать ответственности перед другими людьми, как Раскулуева, и еще фамилию очень называли. Дело в том, что мы участвовали на очных ставках, на допросах. Там говорилось о том, что да, я давала деньги Айджан, а Айджан не говорила, что передаст сюда, и что у них есть какие-то договоренности. То есть требовать деньги, они с кого должны? С Айджан? А Айджан, чтобы отвести от себя, говорит, это она все сделала. А они говорят, потерпевшие, те, которые давали деньги, мы полностью верим Айджан. Это тоже как бы логично предположить, что, может быть, они видят, что с нее ничего и не вытащишь, да, с Айджан. А вот у нее они считают, что обеспеченный человек может и, в принципе, таким образом надавить, пошантажировать и забрать эти деньги. Вымогает просто. Түшүнүктүү. Ошол чыккан материал боюнча Айжан Мусабаеванын айткан сөздөрү боюнча кошумчалай турган дагы пикирлериңиздер барбы? Я хочу сказать, все, что она говорила, там нет ни одного слова правды. Вот и все. Мы бы хотели бы тоже вам предоставить видеозаписи, где граждане Индии требуют свои деньги у Айджан. Есть у нас письма в адрес посольства, где они также говорят, что они деньги все, что им Айджан деньги, их обманула, их деньги она не отдает. Есть у нас еще черный список о том, что она в черном списке в Индии. Она нежелательный человек на территории Индии. Потом я сколько раз предлагала и следствию, всем следователям, я говорила, давайте пойдем на полиграф. И я на полиграфе скажу, что она мне не что я ей не должна ни 1 сом. И когда я попросила ее, пошлите на полиграф и скажите, что я вам должна, она же отказывалась все время от полиграфа. И эту же Раскулуеву поведите, вот давайте все пойдем, я пойду и проверьте, кто из нас врет. Я согласна. Я очень много раз говорила, оказывается, а на полиграф только идут по обоюдному согласию. Вот я согласна пойти и чтобы проверили, да, с детектором лжи. И осветите тоже это. Макул, эгер макул болсо. Но она макул будет, потому что она знает, что все деньги, которые она мне давала, она их сама же получила. Түшүнүктүү, рахмат анда пикириңиздер үчүн. Биз биринчи тарап, экинчи тарапты билбейбиз, эки тарапка тең эшигибиз ачык. Бул маселеде кандай болсо дагы акыйкат жеңсин деп тилек кылабыз. Рахмат.